С праздником, телезрители! С наступившим Новым годом, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». С новостями дня тебя будем знакомить мы, Оскар Николаев и Лейла Хамидуллина. А вот что увидите совсем скоро. Эти каникулы будут самыми снежными вместе с горой новостей. Закидаем вас не снежками, а новостями. Обрушим на вас циклон не из снежинок, а из самых волшебных сюжетов. Вспомним, чем удивил и порадовал нас год минувший, и выясним, что заготовил нам год наступивший. Будем зажигать, причем не только гирлянды на елке. Специально для горы новостей. Ну вот это теперь точно гора новостей. Вот и прожили мы первую неделю 2023 года. Обживаем Новый год, уплетая салатики и получая подарки. От нас они будут информационные. Лучший подарок – это книга. А книга – это знание. А мы ничем не хуже книг. Это точно. Например, интересный факт. Наступление Нового года в России отмечают под бой курантов. Но никто не задумывался, откуда берется этот звук. Музыку в них исполняют 11 колоколов. Их приводит в движение специальный молоток, который ударяет по поверхности колоколов и раздается бом-бом-бом. Можно козырнуть где-нибудь в кругу друзей этой информацией. Самые главные куранты расположены в Спасской башне Кремля в Москве. На ней есть 4 огромных циферблата с золочеными цифрами, которые смотрят на 4 стороны света. Стрелки приводят в движение механизм, скрытый за стенами башни. Он занимает 3 этажа. Раньше куранты заводили вручную, а сейчас это делают при помощи электричества. Если вы были в столице, то это самое первое и главное место, которое нужно посетить – Красная площадь. Вопрос на засыпку. Почему снег белый, хотя вода, из которой он получается, прозрачная? Ой, ну это что-то из физики. Ну зачем ты это все начала? Нормально же мы общались. Ладно, все дело в солнечном свете. И вода, и лед остаются прозрачными, потому что пропускают свет сквозь себя. А снежинки нет. Они состоят из такого количества мелких кристалликов, что свет, попадая на их грани, не проходит насквозь, а отражается. Поэтому мы и видим снег белым. Да, очень интересно. А сейчас мы увидим сюжет, который очень всем пригодится, особенно сейчас. Сейчас мы с ребятами играли в игру «Мемы». Правила игры были таковы, что, получается, каждый игрок, у него, получается, колода из 6 карт, и каждый кидает мем и зачитывает ситуацию. Из этих карт ведущий выбирает самую подходящую. И побеждает тот, у кого самая смешная ассоциация. Он получает трофей. 1 балл. И в конце игры мы подсчитываем. Мне понравились карточки, мемы. Они прикольные, актуальные. В игре «Мемы» есть прикольный вопрос. И твое лицо, когда ты пишешь «ахахахахаха», потому что то, что там говорится «ахахахахаха», это уже смешно. Чтобы играть в эту игру, не обязательно знать все эти мемы. Можно просто ложить подходящие под вопрос. Я считаю, что мемы – это жизненно. Я не могу прожить ни день без мемов. Обязательно надо отправить какую-нибудь реакцию другу, либо что-то связанное с этим. Весьма полезные советы, как провести каникулы весело. Да, год только начался, время становиться лучше. Начинать день со стакана воды и зарядки. Кстати, в последнее воскресенье января отмечается Международный день зимних видов спорта и Всемирный день снега. Так что вы знаете, что делать. Смотрите «Гору новостей», и мы обязательно дадим четкие инструкции в самых разных областях. Например, как встретить Новый год по-испански. Там существует новогодний ритуал для исполнения желаний. Нужно съесть 12 виноградин, пока бьют часы
часы. На каждый удар по одной ягоде. В испанских магазинах даже продаются специальные новогодние упаковки из 12 свежих, очищенных от кожуры и косточек виноградин. Встречать Новый год с набитым виноградным ртом довольно весело. А если вы считаете, что им там нечем заняться и они выдумывают всякое, то займитесь полезным делом вместе с нашими корреспондентами. А вас, зрители, я научу делать новогодние открытки. Берем картон. Можно взять любой цвет, кроме темных цветов типа коричневого или черного. Надо очень хорошо согнуть этот картон ровно и прогладить линию изгиба. Вот так вот типа должно у вас получиться. Дальше мы берем ножницы. И примерно вот так вырезаем полоску. Потом в эту полоску можно написать все, что хотите. На любом языке, только чтобы всем было понятно. Я напишу «С Новым годом». Нос, морковку мы сделаем из цветной бумаги. Вот такой снеговик у меня получился. Вы можете сделать Деда Мороза или елочку. Внутри этой открытки я напишу поздравления для Деда Мороза, чтобы в новогоднюю ночь он нашел это под елочкой и оставил мне подарки. Вот что у меня получилось внутри. А вот как это выглядит снаружи. Надеюсь, Деду Морозу понравится. С Новым годом! В Новый год вот так полезно и творчески. Еще немного новогодних фактов. Я их так много знаю, и вот у меня отличная возможность ими делиться. В мире открытка появилась относительно недавно, в середине 19 века. Она была рождественской. На ней был изображен рождественский ужин и подписаны слова поздравления. Прикольно. А вот в Японии рассылка новогодних открыток или ненгадзё – важная традиция. Японцы отправляют бумажные поздравления буквально всем знакомым. Вот работники почты радуются, наверное. Да, почта работает в авральном режиме, но гарантирует, что доставит открытки всем адресантам точно 1 января. Главное для японцев в эти дни успеть отнести на почту свои послания. Стопки в высоту доходят до метра. Им лучше делать открытки вручную, иначе можно разориться. Открытки, думаю, все и так делать умеют, а вот звездное интервью брать явно не все. До этого интервью я не знал про группу «Фабрика», но оказалось, я слышал некоторые песни, которые им принадлежат. Этой группе больше 20 лет и создана в ходе проекта «Фабрика звезд 1» Игорем Матвиенко. Участниц групп выбирали с помощью кастинга, не только по голосу. Будь посмелей, слез моих ревнивый ручей, как родней. И ваши родители 100% знают, кто такие Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева. Это участницы группы «Фабрика». Они выступали в Уфе, и мне даже удалось взять у них интервью. Скажу по секрету, это то интервью, которое будет интересно послушать каждому фанату музыки 2000-х годов. Что вы делаете, чтобы избавиться от волнения перед выходом на сцену? Я проговариваю сама с собой, сколько мне лет, не волноваться. Шутка. А у нас, вы знаете, это волнение, оно же такое схоже с адреналином, схоже с просто вот таким предвкушением. Оно правильное волнение, то есть мы с ним ничего не делаем, мы его просто испытываем и восхищаемся, и наслаждаемся им даже. Спасибо. А вот вы снимаете короткие видео в социальной сети, которые набирают много просмотров. Вам нравится такой формат? Ну, не скажу, если честно, что мне это нравится, потому что это вырабатывает клиповое мышление, но, тем не менее, все в балансе. Мне кажется, что иногда поскроллить ленты, посмотреть такие короткие видео, это прикольно. Спасибо за высококлассную работу. А вы знали, что в Исландии нет Деда Мороза? Как? А как же подарки? С этим все нормально. Деда Мороза заменяют тролли. Их 13, их называют йоулайсвейнами. Сложное слово, как и все исландские. Приходят они по одному в каждую из 13 ночей до Рождества и в каждую ночь из 13 ночей после. А как прийти в музей без билета, знают наши корреспонденты.
нас в Уфе много исторических зданий. Например, здесь жил Мажит Гуфури, и это сейчас музей. Здание было построено в 60-е годы 19 века одним купцом. Дом Мажиту Гуфури подарили в связи с присвоением ему звания народного поэта Башкирии. Писатель и его семья жили с квартирантами, но соседи не мешали друг другу, у каждого был свой вход. На улице у них был сарай, корова, яблони и груши. Жили в центре города, но прям как в настоящей деревне. Несмотря на огромную площадь дома, писатель с семьей жил всего в 3 комнатах. Дом полностью отреставрирован и имеет архитектуру 19 века. Даже двери – точная копия. В музее берегут все, что сохранилось. Раньше в доме стояло 7 печей, но они были большие, и их убрали. На полу палас-дубликат. Оригинал весил 17 килограмм. Из этого самовара пил сам Мажит Гуфури. Вот кухонный сервант, прям как у моей бабушки. Это их спальня. Хоть и ремонт делали несколько раз, узоры сохранились прежние. Так интересно, умывальник посреди спальни. Он из белого мрамора, наверняка тяжеленный. Эту рубашку писателю шила его жена, она была большой рукодельницей. Этим салфеткам больше 100 лет. В настоящее время проводят мастер-классы Зухры Ханум. Там можно увидеть ее работы. Поэт несколько раз отдыхал в Крыму. Эти сувениры он привез с юга. Это его трость. Приходилось постоянно ходить с палкой, так как Мажит Гуфури прихрамывал. Это главная комната этого дома. Здесь писатель принимал гостей. Кстати, это его сервиз. Вот и самое шумное место дома – гостиная. Первое, что бросается в глаза – фортепиано Дидерихс, которое подарили еще в 1923 году. А оно до сих пор в рабочем состоянии. На нем играли жена, сын и композиторы, с которыми он дружил. Я бы тоже сыграла, но вот жаль, не умею. В таких скромных условиях жил и творил классик башкирской литературы. Как вы знаете, я постоянная участница программы «Литра». И мне было очень интересно узнать, где Мажит Гуфури создавал свои шедевры. Вот его кабинет. Такая атмосфера меня вдохновляет. Сразу хочется взять чернила, перо и начать творить. В остальных 4 залах размещена документальная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. Стенд, где говорится о семье писателя и о его образовании. Эти костюмы использовались для одной из постановок по произведению Мажита Гуфури. Это театральные афиши, повествующие о спектаклях. Картины, рукописи, книги – все это завораживает, ведь именно в этом доме были созданы выдающиеся произведения. Возможно, сидя за этим столом, Мажит Гуфури написал повесть «Черноликие». Дарья Шепелева, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей». Даша, большущее спасибо. И на этом все. С новостями и событиями года наступившего тебя знакомили Оскар Николаев и Лейла Хамидуллина. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока!